Если говорить о том, как я пришел в науку, там, физику, механику и философию, в конце концов, тоже, тут трудно говорить о каком-то целенаправленном, да. Были какие-то эпизоды. Вот я посещал кружки, например, математические, физические в школе. Мне просто интересно было общение с преподавателем. Поскольку оно было благоприятным в обе стороны. То есть я находил отклик, и меня хвалили, значит, я делал какие-то успехи. Хотя сам я не ощущал в себе этих успехов. Я видел, какая пропасть знания лежит впереди. И то, что я делал, это было какой-то незначительной мелочью. Но тем не менее, меня хвалили, и вот это очень важно для молодежи, чтобы ее поддерживали и хвалили. Тогда это сразу дает вот чисто эмоциональный отклик. Не важно, что вот там это гений какой-то растет, да? Нет, даже не важно, пусть он даже маленькие шаги делает. Это всегда нужно поощрять. Я вот поэтому с благодарностью вспоминаю своих учителей. Это у нас в 8-й школе были учителя Павлова, Надежда Васильевна по физике, по математике Югова Юлия Николаевна. Вот, много было у нас учителей, и все они, в общем-то, работали в нужном направлении. То есть у них было эмоциональное отклик, не формальное преподавание, как сейчас. Тем более там экзамены сейчас ЕГЭ, да. В институте это магистратура, бакалавриат и магистратура. Они тоже как-то... Вот я сам преподаю магистрантам и вижу, что результаты этого преподавания совсем не те, которые ожидаешь. На экзамене люди... читал лекции, да, давал занятия. И даже сейчас стал давать практические некие задания, чтобы человек увлекался в это и более глубоко уходил. И посмотрим, как откликнется. Ну, по крайней мере, последний раз уже какие-то результаты были. А лучше, когда это уже выльется в некое там эссе или статью, да, даже в журнале, чтобы они были осознанными. Потому что сейчас многие статьи пишутся совершенно неосознанно. Я вот по себе даже знаю, я, наверное, лет 10 назад только начал писать осознанно. И вообще, вот при Советском Союзе, перестройку, от нас не требовали статьи, от нас не требовали публикации. Мы должны были давать исследования, отчеты, там, представлять их, рассказывать о них, но у нас не было школы публикации результатов. Вот, к сожалению, это вот отставание нашей школы в этом было. Но некоторые отдельные школы у нас очень хорошо существовали. Это учили, там, например, Бондарев Эдуард Антонович, к сожалению, в прошлом году его не стало. У него были очень хорошие статьи, и все, кто работал под его руководством, могут подтвердить, что он учил писать статьи как результат неких исследований. Не просто как высосанное из пальца, да, как это часто делается сейчас, а именно как результат исследований, именно с практическим выводом, неким теоретическим результатом. Это очень редко сейчас можно наблюдать. А в школе, в больших, вот, например, в институте ИОФе, в каких-то физических направлениях это всегда было приоритетом. То есть умение представить свой результат. Вот это надо сейчас делать ключевым фактором в науке, именно умение представить свой результат. Даже пусть этот результат будет редким. От нас сейчас требует там огромное количество статей, да, в год должен давать минимум 1-2 статьи, причем в высокорейтинговых журналах, там, 1-2 квартала. Это невозможно, вообще говоря. Если человек работает творчески, что-то делает, у него это происходит гораздо реже, и он накапливает, обобщает некий опыт свой, разрабатывает теорию, потом пытается ее реализовать, просчитать. И только тогда это... А разработки вообще 50-летней давности внедряются. Вот взять того же Илона Маска, он фактически пользуется результатом 50-летней давности нашей космонавтики и американской. Это вот те же стали, я смотрю, тот же состав он использует стали, как для наших двигателей. Ну, это, в общем, некое шоу разворачивается. Я смотрю, что на фоне таких успехов, которые происходили, то, что это было вот на грани 50 лет назад, да, сейчас это на самом деле любой там рабочий может в гараже у себя собрать. Вот это он показывает как раз. Вот, в принципе, у него и все производство в гараже происходит.
Или там на ветру, когда все эти листы железные раздуваются в разные стороны. Такого не могло быть, например, при производстве космической техники в это наше время, что я получил образование на двигателе летательных аппаратов, я знаю, насколько там точно должно быть выверено все, и по шаблонам, там, несколько лет они по частям сначала, потом вся система в сборе испытывается, и все это не так просто, там надежность именно. А сейчас, оценивается риск, если мы сделаем там автоматически, пусть это взорвется несколько раз, но у нас будет технология. То есть путем огромных затрат. В принципе, у нас тоже это затраты были, но они были обоснованы. И сейчас наши технологии, они наработали огромную надежность путем многократных запусков. А когда это будет у Илона Маска или там SpaceX, те технологии, которые пытаются соперничать с ним, это десятилетия должны пройти. И математическое моделирование, оно не всегда заменяет сам эксперимент. То есть оно дает как бы точки. Раньше методом тыка действовали, то есть надо было там 1000 экспериментов провести, 10 тысяч, чтобы получить какое-то распределение этих аварий, да, чтобы в их рамках оставаться. А сейчас это могут помочь сделать модели, и мы можем сделать там 10 испытаний. Да? Но дальше, чтобы пойти, нужна новая модель. А новая модель становится снова на новых данных, которые нужно многократно экспериментально получать. Поэтому модель сейчас превалирует, то, что мы переходим к цифровой экономике. Но испытания, они не исчезают. То есть опыт нарабатывается, безопасность. Это некий фрик, который решил, значит, как-то некую сцену себе придумал для выступления, для разбрасывания деньгами, которые, в общем-то, понятно, что он их не заработал. Он их сделал некими аферами, махинациями многочисленными, там на биржах или где-то он первоначальный капитал, он мусор, по-моему, собирал что-то вначале, бутылки. Он, в общем, воплотил американскую мечту и дальше не знает, что с ней делать, в общем-то. В общем-то, это судьба всех миллионеров. Они в конце концов приходят к тому, что не знают, куда деть деньги. А, значит, мозгов не хватает у них для того, чтобы распорядиться ими правильно. Перельман просто отказался от них, потому что они действительно... И они фактически жгут ему там определенные части тела. И исчезают. В кризис они, когда акции падают, они просто миллиардами они исчезают. И, конечно, жалко ему их, поэтому он пытается их куда-то пустить в дело, да, но пока частично только получается это. И мне кажется, поэтому эти все замахи, ему бы вступить в организовать некое общество, да, освоения космоса, например. И пригласить туда наших ученых, и американских, и всех ученых со всего мира собрать. И организовать это общество освоения космоса, как у Циолковского, да, и уже на разумном, на некой разумной основе это построить все. То есть разработать некие проекты, пусть в качестве общественного достояния, пусть в этом участвует молодежь активная. А эти новые вызовы, я сейчас смотрю, там просто местами какой-то бред. Поэтому я даже не стал участвовать. То, что под эгидой проходит агентство стратегических исследований, это новые вызовы какие-то, да, что будет технологическое будущее России. Но там нет никакого технологического будущего, я посмотрел. Там отдельные какие-то работы, которые, в общем-то, не представляют собой некой единой концепции. Поэтому тут нужно работать и объединять людей, именно ведущих ученых. И без всяких политических дрязг и ссор. А то, получается, одно сообщество европейское выдавливает теперь Россию, американское выдавливает Европу, американское вообще сейчас под вопросом, что там происходит. То есть надо мир объединять и совместно бороться с этими трудностями. Потому что профессионально писать по философии, это надо хорошо углубиться в терминологии, получить базовое образование философское. А я только проходил курсы, и поэтому не обладаю глубокой терминологией. Тем более мы изучали в школе и в институте это марксистско-ленинскую философию, научный коммунизм, и там совсем другая терминология, отличающаяся от современной авторов философских.
там, начиная с Хайдеггера и других, но тем не менее входил. Меня интересовало вообще это направление, потому что это является частью сакрального знания некоторого, от которого в дальнейшем уже образовалась вся наука. Изначально это была одна философия, которая началась там еще до Рима, где-то в каких-то обществах архаических, от религии перешла вот в философию, потом философия стала наукой, разделилась на множество знаний. И вот эти знания, они сейчас настолько углубились и дифференцировались друг от друга, что стали представлять собой скорее профанное знание. То есть не сакральное, да, к которое мы стремимся, как к тайне, разгадываем ее, а к такому профанному, которое, вообще говоря, постулирует некие известные вещи, все механизирует, детерминирует, и человек уже не ищет тайну, он не удивляется чуду, он живет в постоянной готовности дать отпор каким-то опасностям. Вот в таком вот обществе, где ценятся только деньги, да, карьера, какие-то такие обыденные ценности, не высшая моральная ценность. И поэтому вот я удивлялся этому, особенно я уже, получается, закончил институт в 1987 году, там работал в Подмосковье несколько лет, да, и вот напрямую встретился вот в Москве с этими всеми явлениями, когда нормальные люди превращались в каких-то коммерсантов, начали делать не очень честные вещи и вообще просто так перепродавать товар какой-то. Или вообще заниматься даже торговлей на бирже, это значит делать деньги из ничего. И вот это меня сильно коробило. Ну, я решил вообще, а для чего нужен человек, для чего он живет на Земле. И начал различные методики смотреть, в том числе там, вот, та основа, которая была Куном заложена, там, другими философами, это основа трансцендентального, то, что в человеке идет изначально, то, что, о чем говорил Кант, вот, внутренний закон некий существует. Да? Почему он исчез? Почему сейчас это вот то, что он говорил о нравственности, это должно моральными законами в обществе регулироваться, но в капитализме эта мораль исчезает полностью. Она начинает регулироваться уже законами рынка и потребления. И вот а законы совершенствования человека никто не отменял, получается. И вот это вот взаимодействие всех этих проблем, оно привело меня, в принципе, к философии, к стихам, к философским размышлениям, к стихам. Ну и параллельно я занимался, естественно, научными. А так как технические науки, они далеки от морали и вообще от нравственности, эти две параллели, они шли практически независимо. То есть я занимался, с одной стороны, технической наукой, с другой вот философией, какими-то такими вещами, там, совершенствования духовного роста. И вот эти вещи, они в конце концов привели к тому, что я на кафедре стал преподавать, некие курсы излагаю, естественных и технических наук. И это меня заинтересовало. Вот, нашли мы общий язык с заведующим кафедрой Махаром Егором Михайловичем. И вот в дальнейшем это уже приводит к неким там идеям, статьям, теориям. Надеюсь, это будет выражено еще там в книге или в курсе, который мы подготовим. Да, вопрос это такой, с одной стороны, сложный, да, что его анализировать, и он повсеместно вроде на слуху, а никто не может дать адекватного ответа. Поэтому я считаю, что сам человек в этом виноват. Вот то, что он... Когда это началось, это надо еще анализировать, да? Но это, мне кажется, вот сам факт вот этого события, это опрофанивание мира, опрофанивание знания и науки. Вот о том, что я уже упоминал. Это некое вот то, что мы начинаем применять технологии, стремимся к удобному миру, потреблять как можно больше там, товаров, услуг. И это привело к тому, что мы потеряли некую вот сакральную составляющую жизни, то есть некую тайну, которую, там, чтобы стремиться к ней, нужно преодолевать трудности, нужно перебарывать себя, каждый день совершать подвиг.
То есть человек уже отучился от этого, он ведет ленивую жизнь, развлечения, у него появился огромный круг вот развлечений, в которые он себя погружает. Ну, и мне кажется, вот в этом виноват именно сам человек, и в том числе человек науки. Поэтому вот если это началось в эпоху Возрождения, то это было правильно, да, потому что тогда мир был сильно сакрализован и даже религиозен. Рационализацию, то это было правильное направление. Но в дальнейшем это уже переросло в некое потребительство. То есть стало, получается, мы выкинули вместе с религией, ее сакральностью, вот, культурную составляющую, некую основу нравственности и морали. И вот эта вот потеря, она оказалась очень существенной. Мир погрузился в некую там, анархию со стороны именно вот норм общества моральных. Нигде, ни в международных законах, ни в Конституции не отражены вот моральные законы, устои. И они у каждого свои. Даже некоторые общества, получается, их мораль стала выше, чем государственная. А хотя эти общества, в общем-то, самых низов, это уголовные и так далее. Вот сейчас хорошо, что законы некоторые стали принимать, ограничивающие вот, вообще распространение этой морали. Вот это все следствие является того, что мы опрофанили свое знание. Не соблюдаем культуру, вот, нравственность. Вот в советское время мораль была заменена там, моральным кодексом строителя коммунизма, да, а после развала общества этого ничем заменить не смогли это. Дело в том, что кодекс американский, это американская мечта, это стать миллионером. А каким путем ты куда-то пришел, это уже там другой вопрос. Да? Если ты за это время там не сел в тюрьму, то значит ты все делал правильно. Таким образом, капитализм, мне кажется, лишен морали. Да. Ну, в нашем институте рыцари науки как бы. То есть это мы пытаемся отслеживать вот, публикации, которые нарушают этические принципы, да. Ну, это в каждом университете, я думаю, такая есть некая комиссия, но она не должна быть коррумпирована, опять же, там, руководством. Должно исходить. Это должно исходить от руководства и регулироваться некой комиссией общей. Молодежная, скорее всего. Именно вот молодежь почему вот сейчас не идет? Она видит все это и не идет в науку из-за этого. И самые активные, самые вот честные люди уходят в другие отрасли, потому что видят, что творится тут в науке, и наверху, на самой верхушке чиновников. И туда рвутся только карьеристы там, с большой дороги, которым нужно вот что, которые лишены моральных устоев внутри, то есть у них нет нравственных ценностей, они идут туда, и вот тем самым государство все ниже и ниже опускается вот в эту в могилу, получается. Школа должна не только школа знаний, но школа искусств быть. Школой культуры и искусств. Если все это объединить вместе, как вот у Аристотеля было, да, он воспитывал там королей и высокообразованных людей. Они получали там и искусство хорошо говорить, искусство логики, и основы вещей, культуры, истории. И в то же время и математика была очень высоко развита, геометрия, вот эти основы мира. Потому что это все связано. И, конечно, это должно преподаваться целиком. Это должно быть очень хороший состав преподавательский. И сам курс должен быть целиком быть связан между собой. Если человек изучает различные дифференцированные предметы и не знает, вот, что выбрать. Ему там нравятся какие-то отдельные черты отдельных предметов, но он по ним не может определить свою будущую специальность. И получается у нас кто-то идет там в коммерцию, кто-то в физику, а специалисты, получается, потом очень узкие, которые не имеют представления в целом, чем должен заниматься человек.